Всем привет, друзья! Вы снова на канале Поясни за ММА. Совсем скоро главное событие года, а бойцы начинают творить какую-то дичь. Джастин Гейджи жестко пригрозил фанатам Хабиба, а Конор Макгрегор хочет снова стать чемпионом, и у Даны Уайт уже есть планы на этот счет. Обо всем этом вы узнаете прямо сейчас, но пока, мой друг, проверь, какого у тебя цвета кнопка подписаться. Если красная, то срочно сделай ее серой. И прожать палец вверх не забудь, ты же не хочешь пропустить события года. Прожимай, и теперь погнали! Начнем с того, что Конор Макгрегор позвонил Дане и сказал, что готов перезапустить карьеру. Первым шагом для этого станет бой против Пари, хотя для этого он выбрал не самого сладкого соперника. Все-таки Конор давно не ведет интенсивных тренировок, и кто знает, в какой он сейчас форме. А Пари на отличной серии и сам хочет быть претендентом на желанный титул, поэтому все очень странно. Вот что говорит сам Дана. Со мной связался Конор и сказал, что хочет драться в этом году. Не знаю, на что он рассчитывал, но все даты уже забронированы. Я предлагал подраться в январе. Другого варианта я просто не вижу. Все турниры сформированы, и ради него я не буду менять все наши долгие наработки. Вообще он закончил свою карьеру, он об этом сам не раз говорил, но сейчас он опять меняет все сверху вниз. Даже не знаю, что от него ожидать. Я ему не раз предлагал продуманную стратегию поединков для выхода на титульный бой, если он снова будет в деле. Но мы пока не услышали четкого ответа от Конора. Друзья, как думаете вы? Способен ли Конор снова вернуться на пиковый уровень в UFC? Сможет ли он снова претендовать на титул? Напишите ваше мнение и какое у вас вообще отношение к Конору, жду вас в комментариях. Джастин Гейджи устал слышать в свой адрес оскорбления от фанатов Хабиба и пригрозил им следующим. Победа над Хабибом изменит мою жизнь, я готов к этому, так что можете смело ставить последний доллар на то, что я не сдамся как последняя сучка. Я выйду и сломаю ему лицо, обещаю вам. Фанаты Хабиба строят из себя таких крутых парней, но при этом они так эмоционально глупы, что когда я отправлю в нокаут Хабиба, они будут рыдать. Они мне наговорили столько дерьма онлайн, что я буду искренне наслаждаться этим моментом. Кто из вас готов лично повторить оскорбление с глазу на глаз, русские выскочки? Думаю, как и Тони Фергюсон, Хабиб думает, что я не смогу его побить. Но это последнее, что вы должны думать, готовясь к поединку с таким опасным соперником, как я. Я буду бить его, наносить ему ущерб, 8 чистых попаданий, и Хабиб поймет, что он не хочет получать такой урон. Я постараюсь размазать его и уткнуть рот его фанатам. Вот это, друзья, бомбануло не по-детски. Если раньше Гейджи был хладнокровен и спокоен, то сейчас его разозлили не на шутку. Возможно, и вправду некоторые из болельщиков Хабиба перешли черту, но вот так выносить это на публику, говоря, что он размажет Хабиба, отобьет ему ноги и сломает лицо, никак не красит бойца. А как считаете вы, кто, по вашему мнению, будет доминировать в этом бою? Напишите свой выбор победителя в комментариях, посмотрим, чьих болельщиков под роликом окажется больше. Кстати, мой дорогой друг, ты, наверное, спрашиваешь себя, где посмотреть этот бой? Все просто. Мы все обязательно первыми выложим в нашем телеграм-канале «Поясни за ММА». Для вас там просто рай всех главных новостей UFC, обзоры боев, жаркие новости, без спама и всякой ерунды. Поэтому прямо сейчас заходи в описание этого ролика и залетай в нашу братскую бойцовскую семью. Либо слева внизу вы видите адрес, ну а мы продолжим. А вот совсем свежее интервью Хабиба, которое он дал Yahoo Sports. Честно говоря, я не знаю, когда завершу карьеру, 30-0 это будет хорошо. Звучит неплохо, правда? Это будет крутой рекорд, как Флойд Мейвезер в ММА. Посмотрим, как все сложится, но я очень близок к этому. По словам чемпиона UFC, его цель быть одним из величайших бойцов в истории, и он верит, что победа над Джастином Гейджи гарантирует ему этот статус. Думаю, что мое имя уже навсегда в истории, потому что то, что произошло 2 года назад в поединке с Макгрегором, никогда не будет забыто. Даже спустя 50 лет люди будут смотреть этот бой и восхищаться им. Это как когда Мухаммед Али и Джо Фрейзер дрались в Маниле. Люди никогда не забудут этот бой. Так что я уже в истории, но мне нужно наследие. Для наследия Джастин Гейджи самый подходящий соперник. Друзья, кто из вас верит, что Хабиб способен сделать 30-0 и победить Гейджи? Давайте сейчас все прожмем пальцы вверх и напишем под роликом 30-0. Те, кто считает, что ему это по силам, жду максимальную поддержку для чемпиона.
С вами был канал Поясни за ММА. У нас всегда интересно, не забывай прожать кнопку подписки и поставить колокольчик. Всех обнимаю, братья. Пока-пока.